Мою прабабушку звали Салиха. Родилась она в 1908 году в селе Хост, на сегодняшний день Солнечная долина. Она жила в хорошей семье, ее хорошо воспитали. Вышла замуж, и когда крымских татар была война, ее муж ушел на фронт. Вернулся он раненым в плечо. Когда их депортировали, они уже приехали в Узбекистан. Мой прадедушка не выжил, он умер, он не выдержал всяких переездов. Она осталась сама с 5 детьми, жила она в старом коровнике. Приехали они обратно в 1990 году. На тот момент у нее было 5 детей, 20 внуков и 50 правнуков. Дожила она до глубокой старости в окружении детей и внуков, а умерла в 98 лет. Была тема «Наши защитники», и нужно было написать про своих прадедушек и прабабушек, которые воевали на войне. Когда зашел момент за депортацию, меня остановила учительница и сказала: сейчас Самира докончит, и я скажу, почему крымских татар депортировали. Я закончила, и она сказала: их депортировали, потому что они были предателями, они помогали немцам еще раз захватить Крым. Она меня похвалила, сказала, что ей очень понравился мой рассказ, и поставила 5. Мы ждали на следующий день, возможно, не учительница, а что директор нас позвонит и попросит прийти, чтобы разобраться. Нет, они нас не вызвали, а мы не пошли. Не пошли по той причине, я объясню. Потому что директор, как руководитель, будет стараться выгородить своего этого. То есть это понятно, что я хотел этому делу придать резонанс, известность, чтобы это стало, чтобы это прекратилось. Извините, пожалуйста, я больше не буду. Если бы директор нас, конечно, позвонила, попросила прийти, мы бы пошли, мы бы пообщались, мы бы поговорили в любом случае. Но ни директор, ни учительница не пытались выйти на связь. Мне, допустим, за своего ребенка было очень обидно. Ни ученики на эту тему не разговаривают, ни учителя на эту тему не разговаривают. Но вот по сей день, если я не контролировала ребенка, у нас у детей есть телефон, они с телефонами в школу ходят, но я как бы не было, у меня необходимости после каждого урока спрашивать, как дела у тебя. Вот сейчас я первые дни, особенно, звонила, спрашивала, как дела, чё, как. Я просто боялась, что она не то что замкнется, а как бы будет стесняться, что ли, что вот дети так думают, что одноклассники так подумают. Потому что она сказала, говорит, после того, как учительница высказала свой вердикт, почему крымских татар выслали, на меня, говорит, все обернулись. Я как бы думала, что она замкнется на этом. Слава богу, она не замкнулась, не замкнутый ребенок. Почему реакция такая? Потому что с этим столкнулся мой дед по матери. Он был обвинен в предательстве, в работе на немцев и на 10 лет посажен, он не отсидел их и умер. Потом с этим сталкивалась моя мама и мой отец, которых постоянно гнобили этим ярлыком предателей с детства, их детства. Потом начал сталкиваться я, моя супруга. Теперь сталкиваются мои дети. То есть этому хотя бы надо попробовать положить конец, чтобы люди, которые позволяют себе обвинять весь народ, то есть неправильно обвинять народ, это абсурд, так не бывает, весь народ не бывает, нельзя обвинять весь народ, любой народ, в каком-либо преступлении, это так просто не бывает, это противоречит здравому смыслу, поэтому есть такое намерение довести это дело до конца, чтобы этот человек понес наказание, это стало известно, и чтобы для других это послужило уроком, чтобы они в конце концов перестали уже этим заниматься.